что вы не можете рассказать нам обо всех деталях, но тем не менее, можно ли сейчас говорить о том, на какие нестыковки, на какие нарушения, которые были допущены в ходе следствия, будет обращать внимание суда защита? Ну, уже сегодня прозвучала позиция защиты относительно недопустимости тех доказательств, которые были получены с применением пыток. А я напомню, что первоначальные показания из Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова выбивали с помощью недозволенных средств и методов, в том числе с применением электрического тока. Что касается этого, то впоследствии они обращались в Следственный комитет, военное управление, однако Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ, производивших задержание и, собственно, производивших пытки. Якобы эти сведения не подтвердились. Поэтому, конечно же, доказательственная база в этом деле отсутствует как таковая, то есть она построена с одной стороны на показаниях, которые были получены под давлением, а с другой стороны подкрепляется некими показаниями засекреченных свидетелей, в реальности существования которых защита очень и очень сомневается, поскольку фактически при отсутствии материальных доказательств причастности подсудимых к совершению преступления все строится только и исключительно на словах лиц, чьи данные мы проверить не можем и не можем даже утверждать, существуют эти лица на самом деле или это условно те же сотрудники ФСБ, которые под засекреченными личинами сообщают суду какие-то сведения. Вот здесь мы видим признаки дела, это характерные для других политических дел, которые мы видим в Крыму. Это секретные свидетели, о которых вы только что сказали, и это признательные показания, которые были получены в тот момент, пока к этим людям не допускали независимых защитников, и, судя по их словам, да, их пытали, в частности, электрическим током и угрожали вплоть до угрозы убийства. Вот было ли по вашим наблюдениям в Крыму такой случай, когда подобные показания и подобные доказательства были признаны ненадлежащими, как полученные незаконным способом? Ну, к сожалению, мы говорим о том, что существует системная практика, при которой органы предварительного расследования, прежде всего следственные органы ФСБ, прибегают к таким запрещенным методам и в последующем фабрикуют доказательственную базу, основываясь на вот этих двух столпах, это применение пыток и применение засекреченных свидетелей. К сожалению, это возможно по той причине, что отсутствует судебный контроль как таковой, то есть фактически суды закрывают глаза на подобные заявления со стороны лиц, подвергшихся этому давлению, и эта практика, наоборот, набирает обороты и становится, ну, можно сказать, одной из основных практик, которые идут следственные органы ФСБ на оккупированной территории. Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Николай Полозов, адвокат. Говорим мы сегодня о начале судебного процесса над Нариманом Джелялом и братьями Ахтемовыми. Сегодня в подконтрольном России Верховном суде Крыма начались предварительные слушания по делу о диверсии на газопроводе. Мы слышали, что фактически был объявлен перерыв, и продолжится это слушание уже в понедельник. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню номер телефона, по которому можно подключиться к нашему прямому эфиру, выразить свою точку зрения на происходящее. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. Звонки на этот номер бесплатные. 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напоминаю, что
что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой платформе. Здесь под нашей трансляцией работает чат, где вы тоже можете высказывать свое мнение, обсуждать темы нашего разговора, может быть, спорить друг с другом. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее интересные и актуальные, и конструктивные, конечно же, комментарии постараюсь зачитать в нашем эфире. Но я напомню, что вы можете самостоятельно дозвониться к нам в эфир и принять участие в разговоре. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 29 05. Этот номер телефона доступен для нашей аудитории на материковой части Украины. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926. Итак, мы продолжаем наш разговор. Еще раз напомню, номера телефонов, по которым к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926 для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 29 05 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Кроме того, напоминаю, что вы можете обсуждать тему нашего разговора в чате под видеотрансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. К нашему разговору присоединяется народный депутат Украины, бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз. Ахтем Ага, здравствуйте. Да, добрый день. Итак, давайте поговорим о том, да, какие вопросы возникают к этому уголовному преследованию, за которым мы сегодня наблюдаем. Позиция ФСБ, она ясна, она в том подозрении, да, которое было предъявлено Нариману Джелялу и братьям Ахтемовым. ФСБ утверждает, что они готовили и провели диверсию на газопроводе в Перевальном. При этом Нариман Джелял находился в эти дни вообще в Киеве. Что дает основание говорить о том, что это политическое преследование, по вашему мнению? В общем-то, с момента оккупации России Крыма у нас все действия против активистов имеют характер политически мотивированных дел. А что касается, в частности, Наримана Джеляла, оно, в общем-то, изначально носит такой прямой политический характер, потому что парень был, являлся таким общественным лидером общественного мнения, рупором Крыма все эти годы, находясь на территории Крыма, всех тех преступлений, которые совершаются в Крыму, значит, со стороны оккупационной власти. Поэтому тут ни у кого нет вообще сомнений в этом вопросе. То есть в характере преследования по нашим всем ребятам, которые сидят сейчас в тюрьмах или уже в колониях России. Мы еще ожидаем новостей с заседания по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых. Но вот Николай Полозов говорил, что пришли к суду сегодня слушатели, к зданию подконтрольного России Верховного суда Крыма. Их полиция оттесняла. Мы знаем о том, что сегодня в Бахчисарае прошел суд по административному делу крымско-татарского активиста Эдема Дудакова. Мы говорили об этой ситуации подробно в эфире от 17 февраля. И там было задержано 14 слушателей и один журналист, корреспондент Крымской солидарности. Вот об этом давайте поговорим. А чем так мешают этому суду люди, которые приходят, чтобы поддержать как-то тех, которых судят, чтобы узнать о том, как проходит судебное заседание? В общем-то, я не думаю, что так званому суду каким-то образом мешают люди, которые там собираются. Это в первую очередь раздражает оккупационную власть, и она получает она дальше продолжает уже более широко использовать механизмы
репрессий. И, в общем-то, превратить население наших граждан в Крыму в такое безголосое, молчаливое быдло, с которым оно работает у себя на материке, да, в России, на территории Российской Федерации. Поэтому тут вопрос не в том, что каким-то образом это идет давление на так званый суд. Это есть методы работы, то есть методы террористического государства на оккупированных территориях. И по Нариману Джилялу, к сожалению, я думаю, что суд будет достаточно скоротечный, и они больше не будут допускать таких, скажем, просчетов, как, например, с моим процессом, который шел практически 2 года ежедневные суды и получил большой резонанс и огласку не только в Украине, но и в мире. И читая записки Наримана, где он подчеркивает, что фактор Меджлиса стал выпадать из так званого дела, я тоже делаю выводы, что они сделали для себя некоторые уроки, потому что при моем процессе они все время как бы шло акцентированное внимание на месте моей работы. Я указывал Меджлис и на роли Меджлиса, и очень долго на судах обсуждались функции членов Меджлиса, роль Меджлиса вот в событиях, да, 26 февраля. И это давало, ну, скажем так, вернее, для них это составляло политически очень неудобно для них это было. А сейчас они уходят от этого фактора и пытаются показать дело сугубо таким криминального характера, да? Ну, думаю, что это у них не выйдет. В конце концов, тут мы на материке в Украине мы очень четко говорим о причинах и об этом преследовании и о характере поведения репрессивных органов, карательных органов, в том числе и так званые суды на оккупированных территориях. Что касается... И меня больше, знаете, беспокоит не то, как сейчас акцент идет на том, насколько неправомерно поступают эти так званые суды, следственные органы, я их называю карательными органами. Никакого там закона или процедур каких-то правовых нет в природе. И поэтому я точно знаю, что наших ребят ждут снова очень длительные сроки, определенные этой карательной системой их ареста, да. Меня беспокоит другое, насколько мы сегодня способны защитить, поддержать и в конечном счете оправдать их ожидания в том, что мы добьемся там в короткие сроки, пусть это даже будет не месяцы, а год, там 2-3 освобождения наших политзаключенных, потому что некоторые из них, как вы знаете, уже сидят и 7 лет, и 6 лет, и 5 лет, и в лагерях в России в очень тяжелых условиях, потому что эти зоны, они спецзоны, и такое есть в народе их аббревиатура «красные зоны», то есть очень жестким, жестоким режимом содержания. И тут вот наша ответственность, и вот хотелось бы, чтобы мы давали себе отчет
в том, что мы несем за это ответственность. По Эдему Дудакову, знаете, сказать, что очень сложно воспринимать вот такую несправедливость, о которой там некоторые общественники у нас или там, скажем, коллаборанты даже пишут, да, что там это вот настолько несправедливо. Я никогда не апеллирую к таким терминам, потому что ну о какой справедливости или защите прав может идти речь, если в Крыму стоит вообще в принципе вопрос безопасности проживания. Я бы больше говорил бы о том, что вернее, я даю этому оценку, что, к сожалению, но пока мы не деоккупируем Крым, практически все семьи пройдут этот тяжелый путь оккупации. То есть тюремные... Спасибо вам за беседу. Да, спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи был народный депутат Украины, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Мы продолжаем. Напомню, что говорим мы о начале процесса над Нариманом Джелялом и братьями Азизом и Асаном Ахтемовыми. И в продолжении разговора я бы хотел добавить, что накануне вот этого заседания жены политзаключенных Левиза Джелял, Рипика Ахтемова и Адиле Ахтемова опубликовали открытое письмо. Они заявляют о политических мотивах уголовного дела, о бесчеловечном отношении силовиков к задержанным и просят всех, кто прочитает это письмо, цитата, следить за судебными заседаниями, придавать огласке происходящие нарушения, а также требовать вместе с нами освобождения незаконно задержанных. Конец цитаты. С нами на связи Левиза Джелял, жена Наримана Джеляла. Левиза, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Расскажите о том, как прошло заседание вашими глазами. И главное, удалось ли вам поговорить с Нариманом? Что он вам сказал? С Нариманом не удалось поговорить, потому что заседание было назначено на 10. Только я приехала домой. В зал пройти не удалось, потому что даже до ходатайства о защитника дела, защитников, на которые мы подавали заявление, не дошло, не рассмотрели, поэтому еще у нас продолжение в понедельник. Объявлен перерыв до понедельника. Вот все это время мы, можно сказать, на улице прождали. Давайте поговорим подробнее об открытом письме, которое было вчера опубликовано. Расскажите подробнее, для кого оно написано, действительно ли чувствуется какой-то вакуум вокруг этого процесса, информационный вакуум. Да, для нас это чувствуется сейчас, тем более сейчас на фоне такой эскалации на границах Украины. Естественно, тема войны, да, возможной. Тема политзаключенных, она как-то просела, что ли. И тем самым мы хотели бы напомнить еще раз о том, что такого рода дела сфабрикованные, сфальсифицированные, которые проходят сейчас, в канун этих судебных заседаний наших, хотелось немножко бы акцентировать внимание на этом, потому что дело достаточно резонансное по своей сфабрикованности и потому, как здесь сейчас нам пытаются закрыть рты тем людям, которые здесь правдиво освещают события в Крыму с 2014 года, и поэтому мы уже написали это письмо для того, чтобы придать огласке, чтобы не забывали и на всех международных площадках, возможно, кто как может, чтобы это дело они освещали, не забывали.
Вы в своем письме вы пишете не только о той ситуации, в которой оказалась ваша семья, вы пишете о той ситуации, в которой оказались десятки и сотни крымских семей, Конечно, пишете о том, что вот из-за подобных преследований, отцовской заботы лишены порядка 200 крымских детей. Расскажите о том, как ваша семья переживает этот процесс. У нас буквально 2 минуты остается, но это важно, чтобы прозвучало в нашем эфире. Ну, сказать, у нас уже почти полгода, и это морально ощущается очень тяжело с каждой неделей, хочу вам сказать, потому что дети сейчас намного чаще начинают спрашивать об отце. То есть, если это в начале, ну вот сейчас закончится, то есть была какая-то, но сейчас у них уже потребность, естественно, в отце возрастает и ощущается с каждым днем все больше и больше. Я уже не говорю про себя, про жену, да. И вот весь груз обязанностей, получается, и отца, и матери приходится нести на своих плечах. Это достаточно тяжело, хочу вам сказать, и морально, и психологически, и физически. Это достаточно тяжело. И поэтому с каждым днем все сложнее и сложнее, как бы и детям это объяснять, и самой это все на себе тащить. Поэтому... Спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Левиза Джилял, жена Наримана Джиляла. Мы продолжаем внимательно следить за этим процессом. Очевидно, что мы будем возвращаться к этой теме неоднократно в наших эфирах, следить вместе с нами за этой историей. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете написать нам электронное письмо. Адрес электронной почты нашей редакции есть на сайте Крым Реалии. Вы можете дозвониться к нам по тем телефонам, которые я озвучиваю во время нашего прямого эфира. Когда у нас нет прямого эфира, эти номера телефонов тоже работают. 8 800 10 06 926 для звонков из Крыма, 044 490 2905 для звонков с материковой части Украины. Также я напомню, что мы есть в социальных сетях, в которых вы также можете связываться с нами. Присылайте нам ваши комментарии, возможно, темы, которые вы бы хотели услышать в эфире радио Крым Реалии. Мы продолжаем работать для вас, продолжаем рассказывать о том, о чем молчат официозные крымские средства массовой информации. У микрофона был Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.